Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, хамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Неделю назад, на прошлой лекции, мы с вами завершили книгу «Причины прощения грехов». И, иншаллах, я надеюсь, что эти напоминания, они, иншаллах, помогут нам находить вот эти причины, посредством которых Аллах будет, иншаллах, прощать, очищать нас от наших грехов. И в этих лекциях очень сложно подобрать тему, книгу интересную, потому что есть книги, они довольно-таки сложные книги, и иногда, погружаясь в разные ихтиляфы и другие мас'аля, лекция может оказаться и как-то скучной. Некоторые, они очень короткие, поэтому они тоже нас не устраивают. Поэтому пока я посмотрел 3-4 книжки, которые, может быть, иншаллах, стоит начать, но у нас до Рамазана время мало остается, поэтому, иншаллах, наверное, где-то на 1,5 месяца, на 5-6 лекций, или, может быть, чуть больше, подберем. А пока, сегодня хотел бы с вами остановиться на, для меня, очень интересная тема, связанная с намазом. И, иншаллах, давайте сегодня поговорим о молитвах пророков, алейхимуссалям, потому что это были пророки, это были избранные Аллахом люди, и они были самыми лучшими, и они совершали самые лучшие дела. И что касается поклонения, которое идет на втором месте после имана, намаз, многие люди, они заблуждаются, когда думают, что этот намаз, который совершает сегодня мусульманский мир, 5-кратный именно намаз, тот намаз, который мы с вами знаем, утренний намаз, зухр, обеденный намаз, аср, магриб и айша. Многие люди думают, что с этим намазом пришел первый раз к нам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, 1400 лет назад. И до него никто намаз не совершал. Это действительно заблуждение, потому что намаз, он был до нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И если мы посмотрим аяты Корана, мы видим, как Аллах сообщает нам, описывает в аятах, как же совершали намаз пророки, которые жили до нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому намаз, он был, и когда самые первые люди пришли на эту землю, Аллах Тааля отправил на эту землю Адама, алейхиссалям, его сыновей, мы знаем древних пророков, алейхимуссалям, это как Нух, Ибрахим, алейхиссалям, Сулейман, Дауд, они все совершали намаз. И мы убеждены, именно основываясь на Коран, на сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что никогда религия Аллаха, она не была без намаза. То есть так же, как мы с вами знаем, что таухид, то есть единобожие, ля иляха илляллах, что мы должны поклоняться только единому Аллаху, что есть только Аллах и больше нет других ни господ, ни божеств, мы знаем это, и это у всех пророков было, так ведь? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не пришел с чем-то новым, да? Он не призывал к какому-то новому божеству. Это все, это Аллах. Это тот же Аллах, кому поклонялся Айса, алейхиссалям. Это тот же Аллах, кому поклонялся Ибрахим, алейхиссалям. И здесь нет никаких разногласий. То есть все призывали поклоняться единому Аллаху. Тот же рай, тот же ад. Например, во время Айса, алейхиссалям, не было другого ада. И не было другого рая. Он призывал к тому же раю, к тому же
и предостерегал свою умму от того же ада. И вот здесь то же самое. Намаз, молитва, она всегда была. И не было ни одного пророка, который пришел бы на эту землю и сказал: дорогие братья, сестры, вы будете мусульманами, все будете в раю, даже если не будете совершать намаз. Можете намаз не совершать, все будете в раю все равно. То есть никто так не говорил. Все говорили: поклоняйтесь Аллаху, совершайте намаз. И давайте вот посмотрим на молитвы, именно на намазы некоторых пророков, которых Аллах Тааля приводит в аятах, вспоминает в своих аятах. И первый пророк — это пророк Юнус, алейхиссалям. Давайте начнем с него. Юнус, алейхиссалям, он был ниспослан своему народу. Это был город, примерно, ученые говорят, на 100 тысяч населения было. Вот Ниневия, вот этот город, это место было, Ниневия. Сегодня это, по-моему, в Ираке, да? И он призывал их, чтобы они поклонялись единому Аллаху. Он призывал их к тому же, к чему призывал свой народ наш пророк, саллаллаху алейхиссалям, чтобы они совершали намаз. И мы знаем, что в последний момент, когда он услышал, что наказание Аллаха, оно уже вот-вот придет к его народу, он оставил свой народ. И мы знаем потом, что случилось, так ведь он в итоге оказался в чреве кита. И оказавшись там, в чреве кита, Юнус, алейхиссалям, понял свою ошибку, и покаялся Аллаху и начал просить у него прощения. И вот это все описывается в сурат Аль-Анбия, сура Пророки, 87-88 аятах. И также Аллах Тааля говорит нам, как он ответил на его мольбу. Это сурат Ус-Саффат. Сурат Ус-Саффат — это 143-144 аяты, где Аллах Тааля говорит: «Фаляуля», то есть мы знаем дуа Юнус, алейхиссалям, и пророк, саллаллаху алейхи в хадисе сказал, что это дуа уль-мустаджаб. То есть это дуа, который непременно примется. «Ла иляха илля ант, субханака инни кунту минадh-залимин». То есть нет божества достойного поклонения, кроме тебя. Субханак, то есть ты пречист от всех недостатков. Инни кунту минадh-залимин. Воистину я был из числа несправедливых. То есть я совершил ошибку, а не ты. Ты пречист от всех недостатков. И Аллах Тааля принял это дуа. Но мы должны понимать, что не каждый человек, который будет взывать к Аллаху с этими словами, Аллах примет его дуа. Наверное, чтобы Аллах принял дуа через эти слова, твое сердце должно ощущать то, что ощущал Юнус, алейхиссалям, который находился в чреве кита. То есть невозможно это представить, как он оказался на море, как его, получается, бросили в море, как кит подплыл к нему и проглотил его, вот как он это все пережил, и как он оказался в чреве кита, и вот как он взывал к Аллаху вот через эти слова, да, вот его сердце в каком положении было, вот это очень важно. Потому что некоторые люди думают: вот сейчас я вот эти же слова повторю, и Аллах примет у меня дуа. Нет. То есть эти дуа должны исходить из сердца человека. И Юнус, алейхиссалям, обратился к Аллаху, покаялся, и вот как говорит Аллах: «Фаляуля», это 143 аят, сурат Ус-Саффат. «Фаляуля аннаху кана миналь мусаббихин», если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, мусаббихин, прославляющих Аллаха, лалабита, он непременно остался бы фи батнихи, в чреве кита, иля яуми юбгатун, до того дня, когда они будут воскрешены, то есть до судного дня. Аллах Тааля говорит: если бы он до того, как оказался в чреве кита, если бы он не был бы одним из прославляющих Аллаха, он оказался бы в чреве кита до судного дня, то есть он бы там погиб бы,
и только Аллах воскрес бы его только в судный день. Поэтому Аллах говорит о причине принятия дуа. Когда было ему очень тяжело, да, он обратился к Аллаху. И Аллах помог ему. Почему? Потому что когда он был там, не в чреве кита, а на земле, он прославлял Аллаха. И вот один из самых известных ученых тафсира из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это Абдулла ибн Аббас. Абдулла ибн Аббас, радийаллаху анхума, разъясняет вот эти слова мусаббихин. То есть, если бы он не был из числа прославляющих Аллаха, он говорит, что здесь речь идет о совершающих намаз, мусаллин. То есть Аллах говорит, если бы он не был одним из совершающих намаз, Аллах бы не принял его дуа. И вот этот аят доказывает, что этот тафсир доказывает, что Юнус, алейхиссалям, он до того, как ощутился в чреве кита, он совершал намаз. И Ибн Кафир, это в тафсире Табари говорится. А Ибн Касир в своем тафсире пишет, что когда Юнус, алейхиссалям, обратился к Аллаху в чреве кита, он сказал: «О Аллах, я сделал местом, избрал местом для суджуда то место, которое до меня никто не избирал». То есть до меня в чреве кита никто тебе суджуд не делал. То есть вот в тафсире Ибн Касир говорится об этом. Поэтому Юнус, алейхиссалям, он несомненно совершал намаз. Ибрахим, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям, это тот пророк, которого признают не только мусульмане сегодняшние, да, современные. Иудеи говорят, что это наш пророк. А христиане говорят, что это наш пророк Авраам. Так ведь? Они его почитают. Мы, мусульмане, говорим, это тоже наш пророк. Хотя мы следуем за пророком Мухаммадом, мы любим Ибрахима, и мы знаем, что Аллах избрал его кем? «Ваттахадаллаху Ибрахима халиля». И Аллах избрал Ибрахима своим любимым другом, то есть халиль, чтобы заработать вот это имя, любимчик Аллаха, да, любимый друг Аллаха, он через какие испытания прошел. И вот Ибрахим, алейхиссалям, он, несомненно, совершал намаз. Он выстаивал молитвы перед Аллахом. Он совершал руку. Он падал ниц перед Аллахом, суджуд. И когда он просил дуа за себя и за своих наследников, то есть за последующие поколения, за своих детей, внуков, он что просил? Он говорил: «Робби, о мой Господь, идж'альни, сделай меня, идж'альни мукима ссалати ва мин зуррияти, сделай меня и часть моего потомства в числе тех, которые совершают намаз». То есть сделай меня совершающим намаз и сделай моих наследников, мое потомство в числе тех, которые совершают намаз. То есть он просил у Аллаха, чтобы Аллах сделал их совершающими намаз. «Раббана, о наш Господь, ва тақаббаль дуа, прими мою мольбу, прими мою мольбу». Альхамдулилля, он выстаивал намаз. И когда по воле Аллаха, по велению Всевышнего Аллаха, когда он оставлял своего сына, маленького сына Исмаиля, алейхиссалям, и свою жену Хаджар на том месте, где будет построена Мекка, да, где вышел источник Зам-Зам, он оставил, это было место, где не было города, не было цивилизации, не было людей, была небольшая провизия, небольшая еда, которая вот она заканчивалась. И он вот в это время, он обратился к Аллаху и попросил дуа вот за них, за свою жену, за свою супругу и за своего сына. И он сказал: «Раббана инни асканту мин зуррияти бивадин гайри зи зар'ин». О Господь, я поселил часть моего потомства в долине,
гайри зи заран, где нет злаков. То есть там ничего не растет. Это была пустыня, это были камни, это был песок. И у них не было возможности, там не было даже шансов, что что-то там может вырасти, да. То есть он оставил там. «Инда байтикаль мухаррам», но у твоего дома, то есть заповедный дом, харам. «Раббана», о мой Господь, «лиюкимус салях», пусть они совершают намаз. То есть он делает дуа за свою жену, за своего сына и говорит, то есть, о Аллах, я оставляю их в том месте, где ничего нет, ничего не растет, да? И говорит, «Раббана лиюкимус салях», о мой Господь, пусть они совершают намаз. «Фадж'аль аф'идатам минан наси тахви илейхим варзукхум минат самарати ла'аллахум яшкурун». Пусть они совершают намаз и наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, быть может, они будут благодарными. И вот что он попросил? Да, он попросил еды. Да, он попросил у Аллаха воды, но он, в первую очередь он что сказал? О Аллах, дай им возможность, чтобы они совершали намаз. То есть вот когда он просил вот этот вид поклонения. А про другие виды поклонений он не говорил. И вот это показывает, что ничто не может сравниться на чаше, да? Ни одно поклонение не может сравниться с намазом. Поэтому самое первое, что он попросил, да, это намаз. И мы знаем, что Хаджар, которая понимала, что муж оставил их в пустыне, и мы знаем вот это Саи, да, вот когда она бежала то к Сафа, то Марва, да, к Марва. Вот сегодня мы совершаем хадж, мы совершаем там умру, машаллах, там кондиционеры, да, машаллах, там мрамор, все чистят, тут замзам, тут все есть там, ну, можно остановиться, там, отдохнуть, машаллах, все есть, освещение. Вот представьте себе, вот она Сафа, вот она Марва, да, города нет, не то что мечети вот этой. Мрамора нет, камни, да, и вот как она, в каком состоянии было ее сердце, да, и вот он, когда оставлял их, она спросила, это Аллах тебе сказал? То есть это ты сам или Аллах тебе сказал? Что сказал Ибрахим? Это, говорит, Аллах мне сказал, тогда все, значит, Аллах не бросит. И вот он сказал, лиюкимус салях, о Аллах, пусть они совершают намаз. То есть он переживал за намаз его семьи. И когда Исмаил, алейхиссалям, вырос, Аллах показал им то место, где должен быть Кааба, должна была быть Кааба. И он дал им возможность найти это место. И они вместе построили, подняли стены Кааба. И вот про это Аллах Тааля говорит, Суратуль Хадж, 26 аят. «Ваид бауана ли Ибрахима макан аль-байт». И вот мы показали на место Каабы, дома. И «Алла тушрик би шай'a». «Алла тушрик би шай'a». То есть ничего не приобщай ко мне в сотоварищи. И что? «Ватаххир байтия». И очисти мой дом. Очищай мой дом. То есть харам, Кааба. «Байтия литтаифина валкаимина варрукка'ис суджуд». То есть очищай мою Каабу, очищай мою для тех, кто совершает обход, делает таваф, кто выстаивает намазы, кто совершает рукка'ис суджуд и падает ниц передо мной. То есть для тех, кто совершает намаз. Аллах Тааля приказал очистить этот дом для кого? Для тех, которые будут делать таваф и выстаивать намазы. Вот это тоже указывает, что намаз, он был. И Кааба была построена и очищена для кого? Для тех, которые выстаивают намазы, совершают рукух и падают ниц. Идем дальше. Исмаил, алейхиссалям. Пророк Исмаил, сын Ибрахима. Альхамдулилля, Ибрахим просил, чтобы Аллах сделал и его потомство из числа совершающих намаз. Аллах принял дуа, нет? Альхамдулилля, Аллах принял их дуа. И Аллах Тааля Всевышний говорит в Коране про Исмаиля, алейхиссалям. Сурат Марьям,
54-55 аяты. «Вадкур» – вспомни, «филь китаби», то есть в книге, Исмаиля. «Иннаху кана садикал ва'д». Исмаил был правдивым в своих обещаниях. То есть он сдерживал свои обещания. «Вакана расулян набия». И он был посланником и пророком. Исмаил был и посланником, и пророком. «Вакана я'муру ахляху биссаля». И он велел своей семье совершать намаз. То есть мы про кого говорим? Про Исмаиля. Не уже про Ибрахима. Ибрахим сам совершал намаз, и он велел своей семье, жене, детям совершать намаз. «Вакана я'муру ахляху биссаляти ваззакати». И выплачивать закат, совершать намаз и выплачивать закат. «Вакана инда раббихи мардия». И Господь был доволен им. То есть вот здесь уже Аллах говорит про Исмаиль, алейхиссалям, который также совершал намаз и также велел своей семье, уже своему потомству, совершать намаз. Сурат Марьям, 54-55 аят. Идем дальше. Дальше, дети. Исхак, алейхиссалям, и Якуб, алейхиссалям. Аллах говорит: «Вавахабна лаху», то есть мы даровали ему, Ибрахиму, дальше уже, да, Исхака ва Якуба нафиля, Исхака, и вдобавок еще подарили ему Якуба. То есть он дал ему Исхака и Якуба нафиля, то есть добавок. «Ва куллян джа'альна салихин», и сделали всех их праведниками. Это были пророки, это были самые лучшие, альхамдулилля. «Ва джа'альнахум аимма», и мы сделали их имамами, то есть предводителями, вождями, яхдуна би амрина, которые по нашему велению указывали на прямой путь. Ва аухайна илейхим, и мы, Аллах Та'аля говорит, мы внушили им, ниспослали им, что? Фи'аль аль-хайрат, совершение благих дел, добрых дел, ва икамас салати, ва ита из-зака, и совершать намаз, то есть ниспослали им вахи, внушили им, приказали им совершать благие дела, совершать намаз и выплачивать закат. «Вакану ляна абидин», и они поклонялись нам. Они поклонялись нам, то есть Аллаху. Это сурат Аль-Анбия, пророки, 72-73 аяты. Вот здесь мы видим, что потомство, часть потомства Ибрахима, они совершали намаз. И Исмаиль, и Исхак, и Якуб. Идем дальше. Пророк Аллаха Шуайб, алейхиссалям. Шуайб, он также повелевал свой народ, чтобы они поклонялись единому Аллаху. И вот это была особенность пророка, да, на которую указывает Коран. Он во время торговли, он призывал, чтобы они не обманывали, не обвешивали людей. Видать, народ пророка Шуайба, они много торговали, и вот эта проблема была. Потому что в Коране Аллах Та'аля именно говорит об этом, что он призывал свой народ, чтобы они не обвешивали людей, чтобы не обманывали людей. И Аллах говорит, сурат Худ, 87 аят, «Калю», то есть люди уже, это реакция людей. «Калю», и вот они сказали, «Я Шуайб, о Шуайб, асалатука та'мурука ан натрука ма я'буду абауна ва ан наф'аля фи амвалина ма наша». О Шуайб, неужели твой намаз, который ты совершаешь, повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы этого хотим? То есть мы хотим обвешивать людей, мы обвешиваем. А ты говоришь, нельзя. Неужели это твой намаз говорит нам, чтобы мы не обвешивали людей? «Иннака ла анталь халимур рашид», ведь ты выдержанный, благоразумный. То есть вот почему они сказали, неужели это твой намаз говорит об этом, чтобы мы не делали ширк Аллаху, чтобы мы поклонялись только единому Аллаху, да? Потому что они в его религии видели что? В первую очередь, видели его намаз. Поэтому они говорили, неужели твой намаз говорит нам, чтобы мы оставили обман, обвешивание людей и многобожие. То есть люди видели в нем что? Намаз.
Он совершал намаз, Шуайб. Пророк Муса, алейхиссалям. Пророк Муса, если Ибрахим, алейхиссалям, был халилуллах, да, любимчик Аллаха, то Муса, алейхиссалям, мы можем сказать, это калимуллах, то есть это собеседник Аллаха, который беседовал с Аллахом без каких-либо посредников. Мы знаем об этом, так ведь? И вот когда произошла вот эта беседа между Создателем и его пророком Муса, алейхиссалям, Всевышний приказал ему после единобожия, после того, как сказал ему, что он должен поклоняться только Аллаху, Муса, алейхиссалям, он в первую очередь призвал его к чему? Чтобы он выстаивал намаз. И вот об этом Аллах говорит, сура Таха, 14 аят. «Иннани», Аллах ему сказал, «Иннани, воистину я, ан Аллах, воистину я Аллах, ла иляха илля ана». И нет божества, кроме меня. Нет истинного божества, кроме меня. «Фа'будни», поэтому поклоняйся только мне, «ва акимис салата ли зикри». И выстаивай намаз, чтобы поминать меня. То есть вот, «Фа'будни», поклоняйся только мне, одному мне, и выстаивай намаз с целью помнить обо мне. То есть вот здесь мы два момента видим. После единобожия Аллах сразу сказал про намаз и про цель намаза. То есть человек должен совершать намаз с какой целью? Чтобы поминать Аллаха. Поэтому ученые пишут про вопросы хушуга, когда пишут про смиренность в намазе, да, они говорят, твой намаз, который не напоминает тебя о твоем Создателе, то есть он может потерять свой смысл. Потому что Аллах сказал, выстаивай молитву, намаз, чтобы поминать меня. То есть намаз должен заставлять наши сердца поминать Аллаха. А если ты пришел, постоял, покланялся, встал и ушел, а Аллаха не вспомнил, это уже не намаз. Поэтому цель намаза, он должен связать наши сердца с Создателем. Он должен заставлять нас оставить дунья и поминать Аллаха. Это сура Таха, 14 аят. Вот поэтому здесь тоже Аллах отдельно говорит о чем? Именно о намазе. И когда Аллах отправил Муса, алейхиссалям, его брата Харуна к сынам Израилевым, он приказал им, чтобы они призвали их совершать намаз. Сура Юнус, 87 аят. Аллах говорит, «Ва аухайна иля Муса ва ахихи», мы не спаслали откровение кому? Мусе и его брату. «Ан табауа ли каумикума бимисра буюта», то есть обеспечьте свой народ жилищами в Египте, то есть постройте, чтобы у всех были жилища. «Вадж'алу буютакум киблатан ва акимус саля». И превратите эти жилища, свои жилища, в места для поклонения и совершайте намаз. «Вабашширил му'минин», обрадуй же верующих. То есть он сказал, обеспечьте людей жилищами и превратите эти жилища во что? Место для намаза. То есть вот здесь мы видим, как Всевышний Аллах повелел Муса, алейхиссалям, Мусе и его брату Харуну, чтобы они превращали жилища сынов Израилевых в места для намаза. И также в Сахих Муслим, сборнике имама Муслима, мы видим достоверный хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда во время Миграджа, когда Аллах показал ему пророков, он сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда я проходил мимо могилы Муса, алейхиссалям, я увидел, как он стоял и совершал намаз. То есть мы знаем, что пророки имеют свои особенности перед людьми. То есть
у них есть особенности, которые нет у простых людей. И вот одна из этих особенностей, когда пророки умирают, Аллах не позволяет земле съедать их тела, разъедать их тела. То есть пророки, они, находясь в могилах, они живые, и они совершают намаз. Они совершают намаз. Поэтому в Сахих Муслим есть хадис, где посланник Аллаха сказал, проходя мимо могилы Муса, алейхиссалям, пророка Мусы, я увидел, как он стоял и выстаивал намаз, совершал намаз. Поэтому, альхамдулилля, Муса, алейхиссалям, и его брат Харун, они совершали намаз и призывали сынов Израилевых, чтобы они тоже совершали намаз. Набиуллах Дауд, пророк Аллаха Дауд. Но некоторые, особенно в христианских, православных книгах говорится Давид, да, пророк Давид. Также говорят про царь Давид, да, говорят царь Давид. Аллах Всевышний избрал своим пророком Дауд, алейхиссалям, и наделил его имуществом, царством, да, он был, несомненно, очень богатым. И когда Дауд, алейхиссалям, по воле Аллаха совершил ошибку, он ошибся, да, он поспешил покаяться Аллаху. Он поспешил покаяться Аллаху, и он не нашел лучшего вида покаяния, как намаз. То есть это был самый лучший вид для него, то есть как покаяние. И поэтому Аллах в сурат Сад в 24 аяте говорит: «Ваванна Дауду аннама фатаннах». И Дауд убедился тогда, он понял свою ошибку и убедился, что мы подвергли его искушению. Аллах подверг его искушению, и он ошибся. «Фастагфара раббах». И он попросил прощения у своего Господа. «Ва харра ракиан ва анаб». И он пал ниц перед Аллахом, то есть сделал суджуд и раскаялся. Ва анаб, и раскаялся. То есть это было его покаяние, когда он совершил намаз. То есть он пал ниц перед Аллахом и раскаялся. Сурат Ус-Сад, 24 аят. И мы знаем, что в некоторых хадисах посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приводит для нас как пример некоторые виды поклонения Дауду, алейхиссалям. Дауд, алейхиссалям. Мы знаем, что в хадисе говорится, что самый лучший вид поста после Рамадана, да, после поста Рамадана, это пост чей? Дауд, алейхиссалям, который один день постился и один день разговлялся, то есть отдыхал от поста. То есть он постился через день. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это наилучший вид поста, конечно, после поста Рамадан. Потому что лучше поста Рамадан, лучшего поста нет. И вот в другом хадисе, который приводится в сборниках имама Бухари и Муслима, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что самый лучший вид молитвы, намаза, это намаз пророка Дауда, алейхиссалям. То есть это о чем говорит? Что Дауд, алейхиссалям, он совершал намаз. И не просто, это был самый лучший вид намаза. Его сын, пророк Сулейман, алейхиссалям, кто-то его называет Соломоном, так ведь, царь Соломон, который унаследовал от отца огромное царство, который владел таким государством и такой армией, что ученые, которые изучали историю пророков, историю цивилизации, они говорят, что такой армии никогда не было, никогда не будет и никогда не будет, потому что его армия была действительно огромной и очень сильной. Это были и люди, это были и птицы, это были джинны, которые служили ему. И вот Сулейман, алейхиссалям, у каждого человека были свои слабости, да? И он при жизни он любил лошадей, коней. У него были сильные кони, красивые, и часто ему приводили этих коней, и он сидел и любовался ими. Как эти кони там прямо, плясали перед ним, там мощные, сильные, он сидел, любовался ими.
сегодня тоже мы любуемся своими конями железными, да? Но все равно богатые люди, они не железными конями. Вот обратите внимание, да? У них другие кони все равно, жеребцы вот эти, да, английских пород, арабские скакуны. Но все равно дороже настоящих коней сегодня все равно нет, так ведь? Вот поэтому это была слабость мужская, они любовались. И вот как-то раз, когда ему привели вот этих его коней, он так любовался ими, что забыл про намаз. И пропустил время асра. Вот смотрите, мы уже не просто про намаз говорим, а про конкретный намаз. Получается, аср был. И когда солнце село, он пришел в себя, но время намаза вышло. Вот еще второй момент. Значит, был намаз аср, и время выходило когда? Когда садилось солнце. То есть, как у нас, так ведь? И Всевышний Аллах говорит: «Вавахабна ли Дауду Сулейман». Мы даровали Дауду, его сына Сулеймана. «Ни'маль абд». И Аллах говорит: и как прекрасен был этот раб. Аллах хвалит своего раба Сулеймана. «Ни'маль абд». И говорит, как прекрасен был этот раб. «Ни'маль абд, иннаху ауаб». Воистину он всегда обращался к Аллаху. «Идh урида алейхи биль ашийи сафинатуль джият». Однажды, после полудня, ему показали его коней. «Факаля инни ахбабту хуббал хайри ан зикри рабби хатта таварат биль хиджаб». И он сказал, то есть ему показали его коней, бьющих копытами, то есть сильных коней, быстроногих, породистых. И он сказал, то есть когда он понял, что поддался вот этому искушению земному, вот этой земной красоте, да, любуясь своими конями, он пропустил намаз, он сказал: я продолжал отдавать предпочтение любви к добру перед поминанием, то есть добру к богатству, вот к этому, да, перед поминанием моего Господа, пока оно, то есть солнце, не скрылось за горизонтом. То есть он пришел в себя только тогда, когда солнце село. Это сурат Ус-Сад, 30-32 аяты. И Ибн Кафир, разъясняя вот эти аяты, он говорит: Сулейман, алейхиссалям, так поддался вот этой красоте его коней, его лошадей, да, что даже не почувствовал, как пропустил время намаза. И, конечно же, Ибн Касир говорит, он просто забылся, он поддался искушению. Если бы он знал, что проходит время намаза, он, конечно, бы оставил этих коней. И зная, ни один пророк не может пропустить время намаза. И он покаялся Аллаху. И вот это уже указывает не только на то, что Сулейман, алейхиссалям, совершал намаз. Оказывается, после полудня был у него аср намаз. И аср намаз, время выходит, когда солнце скрывается за горизонтом. Вот это уже мы идем все ближе к нашим намазам. Пророк Аллаха Закария, алейхиссалям. Каждого, мы знаем, пророка Аллах испытывал разными видами испытаний. Вот, например, мы знаем, что Юсуф, алейхиссалям, он был испытан супругой господина, так ведь? Потому что он был молодой, он был красивый, и он был испытан этим. Мы знаем Ибрагим, алейхиссалям, у него было несколько испытаний. Одно из самых сложных испытаний, у него не было детей, и когда он, которого он столько ждал, Ибн Касир, по-моему, говорит, что ему было тогда 86 лет, да, он уже бабай, дед, и Аллах дал ему вот этого первенца, да, Исмаиль, алейхиссалям, через некоторое время, когда, тот же Ибн Касир говорит, когда ему было уже 13 лет, Исмаилю, Аллах приказал ему привести в жертву, да, он своими руками должен был принести его в жертву. Это было очень страшное испытание. Простые люди, простые мусульмане, они бы не смогли это сделать, так ведь? Но он это прошел, это испытание. И Закария, Аллах дал ему одно из испытаний, у него тоже не было детей.
И у него была жена, которая не могла рожать. Не могла рожать. И несмотря на это, Закария, алейхиссалям, он не терял надежду на Аллаха. И он просил у Аллаха. Он просил у Аллаха, и Аллах говорит про его дуа. Это сурат Аль-Имран, 38 аят. «Хуналика да'a Закария Рабба». И вот тогда Закария воззвал к своему Господу и сказал, «Каля», и сказал, «Рабби хабли милладунка зурриятан тайиба». О Аллах, одари меня прекрасным потомством от себя, потому что дети только от Аллаха, так ведь только Аллах от себя может ими одарить. Иннака самигуд дуга, ведь ты слышащий, то есть внимаешь мольбе своих рабов. То есть ты слышащий и принимающий мольбы. Это сурат Аль-Имран, 38 аят. И вот он просил у Аллаха, и Аллах принял его дуа. Когда? Когда он совершал намаз. Когда вот Аллах Тааля сначала говорит про дуа, мольбу Закария, а потом уже Аллах говорит, если в сурат Аль-Имран 38 аяте Аллах говорит про его дуа, мольбу, а в 39 аяте Аллах говорит, как он принял его дуа. А принял Аллах его дуа, когда тот был на намазе. И ученые говорят, что во время совершения намаза Закария, он был таким искренним и смиренным, и Аллах так был доволен им, что он принял в это время его дуа, который до этого не принимал. Понимаете, о чем? То есть человек может несколько лет просить у Аллаха, а Аллах не принимает это дуа. Но в один прекрасный момент Аллах может быть так доволен тобой, что он может принять дуа, который до этого не принимал. И поэтому ученые говорят, Аллах был так доволен Закария, что отправил ангела с радостной вестью. И Аллах говорит уже в 39 аяте, «Фанадатхуль малаикату». И «Вахуа каимун юсалли фил михраб». И когда он стоял на молитве, то есть он выстаивал намаз фил михраб. Михраб, мы больше говорим про михраб мечети, да? Вот это место мы называем михрабом. А на самом деле михраб это была комната, место для молитвы. То есть это была, можно сказать, молельня. Вот у человека в доме есть место для молитвы. Он постоянно там молится. Вот это михраб называется. И «Вахуа каимун юсалли фил михраб». Когда он стоял на молитве в михрабе, в молельне, ангелы обратились к нему, возвали к нему, «Анналлаха юбаширука бияхья», что Аллах радует тебя вестью о сыне, которого звали Яхья. Бияхья мусаддикан бикалиматин мин Аллахи ва сайyidan ва хасуран ва набиян мин ас-салихин, который подтвердит слово от Аллаха, то есть Яхья, который станет пророком, который подтвердит слово от Аллаха и будет господином, Аллах даст ему господство, и воздержанным мужем и пророком из числа праведников. Это сурат Аль-Имран, 39. То есть Аллах говорит, что он стоял в молитве, и Аллах принял его дуа во время молитвы. Это значит, что он совершал молитву Закария. И пророк Иса, алейхиссалям, Иса, которого также говорят Иисус, да, и Иса, алейхиссалям, и Марьям, Святая Мария, которая является самой святой и самой лучшей женщиной для каждого мусульманина в истории человечества. Вот мудрость Аллаха, да? Вот мудрость Аллаха. В Коране Аллах говорит, что Он возвысил Марьям над всеми женщинами всего человечества, всех миров. То есть для каждого мусульманина Марьям, является самой святой женщиной. И не просто потому, что она родила Иисуса. Нет, она сама была святой. Она сама была самой лучшей женщиной в истории человечества. Нет более лучшей женщины, чем Мария. И Иса, алейхиссалям, и его мать Марьям, они совершали намаз. Аллах говорит, сурат Марьям,
Сура Мария, 31 аят. «Ваджа'аляни мубаракан айнама кунт». То есть Аллах приводит слова Иса, алейхиссалям. Иса. Аллах сделал меня мубаракан, то есть благословенным, айнама кунт, где бы я ни был. То есть, вот видите, дорогие братья, это качество пророков. Это качество мусульман, верующих. Иса, алейхиссалям, говорит, он сделал меня мубарак, то есть баракат, благословенным, где бы я ни был. Куда бы Иса ни шел, там был баракат. Здесь он излечивал людей, здесь он помогал этому, здесь он дал насихат этому. То есть вот это были пророки. Куда бы они ни шли, за ними шел баракат. И поэтому мусульманин, верующий, с ним всегда должен быть баракат. Он пришел сюда работать, все должны радоваться, что он вот с ними, мусульманин, работает. Он пришел в эту семью, эта семья должна радоваться, что вот этот мусульманин пришел. Да? Он пришел, стал кому-то другом, этот друг должен радоваться, что у него мусульманин. Вот это качество пророков. «Ваджа'аляни мубаракан», он сделал меня благословенным, айнама кун, где бы я ни был. Поэтому за Иса всегда был баракат. «Ва аусани биссаляти ваззакати ма думту хайя». И Аллах заповедал мне, приказал мне совершать намаз и раздавать закат, пока я буду жить. То есть до смерти, пока я не покину эту землю, он заповедовал мне совершать намаз и раздавать закат. Мы знаем, что Иса, алейхиссалям, жив. И когда он придет на эту землю, он будет совершать 5-кратный намаз вместе с нами. Мы даже знаем, что когда он придет к белому минарету, да, он придет во время утреннего намаза. Во время утреннего намаза, что имам, увидев его, он предложит ему имамство, но он скажет: нет, Хамад был тебе, и поэтому ты должен проводить намаз. Поэтому его жизнь будет связана с 5-кратным намазом, потому что он совершал намаз и будет совершать его. «Мадум тухая», пока я буду жив. И также Аллах говорит про пророков из числа сынов Израилевых. То есть все пророки, которые были ниспосланы, они совершали намаз. Аллах Та'аля говорит: «Уляйка аллазина ан'ама Аллаху алейхим». Это те, кого облагодетельствовал Аллах, минан набиин, из числа пророков, мин зуррияти Адам, из потомства Адама, ва мимман хамальна ма'a Нух, и которые которых мы спасли вместе с Нух, алейхиссалям, то есть которые оказались в ковчеге рядом с ним, потомками Ибрахим, алейхиссалям, потомками Исраиля, из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали. И когда, вот я только конец аята хочу прочитать. «Ида тутля алейхим аятур рахман», и когда им читали аяты милостивого Аллаха, «харру суджадан ва букия», они падали ниц и рыдали. То есть в слезах они рыдали, падали ниц. То есть все они совершали суджуд, когда слышали аяты Аллаха, знамения Аллаха. Поэтому все они совершали намаз. И Адам, алейхиссалям, и его дети, и Нух, алейхиссалям, и его дети, Ибрахим, Бану Исраиль, все они совершали намаз. Но уже идем дальше, это 58 аят был, уже идем 59 аят. Аллах говорит: «Фахаляфа мин ба'дихим хальф». Но пришли после них потомки вот этих пророков, так ведь пришли после них те же сыны Израилевы, те же арабы, которые являются потомками нашего пророка Мухаммада, Ибрахим, алейхиссаляма, да? Аллах говорит: «Фахаляфа мин ба'дихим хальф», после них пришли потомки, адагус саля, они перестали совершать намаз. Адагус саля. Ваттабау шахават, и стали потакать своим желаниям, то есть они стали следовать своим страстям. Фасауфа ялкауна гайя, и вскоре они понесут за это убыток. То есть ученые говорят, или же понесут испытывать тяготы за это, или же понесут наказание и встретят зло.
То есть это сурат Марьям, 59. Вот именно Аллах говорит, что и Адам, и его потомки, и Нух, и его потомки, и Ибрахим, его потомки, сыны Израилев, и их потомки, все они совершали намаз. Они падали ниц, рыдая перед Аллахом, то есть делали суджуд. Но потом пришли потомки, следующее поколение, которые оставили право намаза. Все, они стали притеснять право намаза и потакать своим желаниям. Они последовали за своими страстями. Поэтому сегодня много народов, которые являются потомками вот этих самых избранных, самых наилучших созданий пророков, они могут найти 100 причин, 1000 причин, чтобы не совершать вот этот великий вид этого поклонения. Поэтому вот это все доказывает, что все пророки, они были с нами. И даже в завершение хочу сказать, дорогие братья, время истекает, даже количество намазов, даже время намазов и даже формы намазов, они были очень схожи. Они были схожи. В хадисе приводится, вот как были ниспосланы времена намаза. Вспомните хадис. Джибраиль, алейхиссалям, 2 дня подряд он был имамом. Кому? Пророку Мухаммаду. После Исра Миградж Аллах отправил как устаза, как учителя к Джабраиль, алейхиссалям, к пророку Мухаммаду. И Джабраиль совершал первый день 5 намазов и второй день 5 намазов перед пророком, как имам. А пророк совершал намаз за ним, следуя имаму. И вот на второй день, когда он пришел на утренний намаз, он совершил, посланник Аллаха говорит, это в сборниках имама Ахмада, Абу Дауда, Тирмизи приводится, да? Посланник Аллаха сказал, и в конце, в завершении, когда он пришел совершить со мной утренний намаз, после намаза он повернулся ко мне, Джибраиль, как имам, повернулся ко мне и сказал: «О Мухаммад, время между этими 2 временами». Потому что в первый день он пришел в начале времен, наступления времени, а кто знает этот хадис, да? А на второй день он пришел уже в завершение этих времен. И он сказал: время намазов между 2 этими временами, и это то, что было, и это время пророков, которые были до тебя. То есть это было время намазов, которые совершали пророки до тебя. То есть получается, пророки, они также совершали утренний намаз, также совершали зухр, аср, магриб и айша. Поэтому есть другие аяты, есть другие хадисы, указывают на даже схожесть намазов. Вот, например, рукугы. Мы даже когда аяты приводили, говорили про рукух, про киям, про суджуд. То есть их намазы не было просто кто-то там на табуретке сидел, да, или там стоял где-то на коленях. Нет, это были киямы, такие же рукугы, такие же суджуды были. И Абдулла ибн Аббас передает, это в сборниках имама Табарани хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мы, семья пророков, группа пророков, Аллах приказал нам, то есть призвал нас спешить с ифтарами, то есть когда приходит время ифтара, спешить и делать отсрочку для сухуров, чтобы сухур вот в последнее время было. И Аллах научил нас во время намаза ставить одну правую руку на левую. То есть даже вот это, я не знаю, конечно, по ханафитскому было или по шафиитскому, да, неважно, но, вот даже вот это, оно было и у других пророков. Вот когда руки вот так ставили, почему руки ставят? Вот в чем мудрость, да, хикма? Ученые говорят, это положение смиренного раба. То есть не так там, хандахов, да, а вот или там не за спину, а вот именно вот это. То есть, да, есть разногласия там в масхабах, потому что Абу Ханифа сказал так, потому что он это нашел так, что пророк вот именно так ставил. А шафииты говорят так, ханбалиты так, но не в этом дело, а вот это есть смиренность, это есть положение смиренного раба. И вот это, оно было не только у пророка, а даже у других пророков. И даже тахарат. Ибн Маджа передает хадис,
который передал нам Убей ибн Кааб, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда брал тахарат, каждый орган тела он мыл по 3 раза. По 3 раза. Это сунна. И говорил: это мой тахарат и тахарат пророков, которые были до меня. То есть, получается, они даже тахарат брали. Так же, как брал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, дорогие братья, вот этот намаз, даже вот эти времена намаза. Кто выбрал время намаза? Вот это утренний намаз. Да? А вот это зухр намаз, вот это аср. То есть сутки они проходят, да? Но вот эти времена Аллах сам выбрал для нас. И это самые лучшие времена, когда раб оставляет мирские заботы, мирские хлопоты, мирские дела и уединяется со своим Господом. Вот эти даже времена, благословенные, самые лучшие времена, они выбраны для нас кем? Аллахом. Это не люди выбирали, а давайте утренний намаз, вот мы вот здесь прочитаем, да? Нет, давайте вот так. Нет, это Аллах выбрал. И Аллах вменил нам в обязанность именно эти тоже времена. Потому что намаз, не только намаз фарз, а время фарз, так ведь? Поэтому, альхамдулилля, пусть Аллах Тааля даст нам возможность продолжить этот вид великого поклонения, научить наших детей, внуков этому поклонению и всегда быть уверенными, что верующие, они всегда были с намазом. Всегда, от Адама и до последнего человека они должны быть с намазом, иншаллах. Язакумуллах хайр, субханак Аллахума бихамдик, шхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.